Традиционное послание президента нашей страны, Федеральному собранию, я бы сказал, даже людям, народу нашей страны, о том, как будем мы дальше жить, как будет развиваться политическая ситуация, военная ситуация, экономическая ситуация. Поэтому Путин обозначил время, в котором мы сейчас находимся, так и сказал, рубежное время. Мы на рубеже перед выбором. Мы хотим остановить войну. И он назвал две цифры, что иностранные государства потратили на оборону 160 миллиардов долларов, а 60 миллиардов, как они сказали, дали бедным людям на зерно. Ну, вот пропорция сама говорит, куда они стремятся все-таки к войне. И они все желают заставить нас страдать. Ничего не получится. Была попытка дестабилизировать наше общество, но наше общество, наоборот, сплотилось. Народ России объединился вокруг президента, и все одобряют вот эту специальную военную операцию, потому что немыслимо было, что целые народы жили под игом больше 8 лет. Дети не учились, люди не работали, их постоянно бомбили. Поэтому он отметил, что мы будем продолжать это освобождение. И что санкции, которые были направлены на нашу страну, они провалились. Потому что устойчивая экономическая ситуация показала то, что поддержку бизнеса была проведена в этом году правительством, экономики. И сами цифры говорят за себя. У нас всего 4% инфляции в стране, а на Западе 14%. Вот и смотрите, кому это помогает. Поэтому системные меры поддержки были направлены на социальные вещи. Мы знаем, что в последнее время практически в каждую семью поддержка на каждого ребенка от 1 года до 17 лет выплачивается. Это тоже знак того, что государство обращает внимание на необходимость поддержки уровня жизни. Ну и, наверное, самое главное, вот сплоченность народа, социальные вещи и сплоченность вокруг президента – это состояние сегодняшнего времени. Это вот основные выводы. Ну и в заключении было сделано очень сильное заявление международное, что Россия приостанавливает свои действия в договоре ОСВ-2. Подчеркнул Путин, мы не выходим, мы приостанавливаем. И поэтому дает им время на раздумье, подумать, как дальше они собираются жить.